Ситуация с качеством вещания абхазского телевидения в районах республики неоднозначная. Мы решили выяснить, имеют ли возможность смотреть абхазское телевидение жители двух приграничных районов – Гагарского и Галского. И существуют ли там проблемы с приемом сигнала государственного телевидения. Начали мы с Гагарского района, с поселка Гечрипш. В основном в домах установлены спутниковые антенны, так называемые тарелки. Кабельные антенны тоже встречаются, но их меньше. Абхазское телевидение показывает? Не знаю я, честное слово, не знаю. Ему не надо. А новости откуда получаете последние? Сочи, Кубань, 24. А вы бы хотели смотреть абхазское телевидение, получать новости абхазские? Нет. У администрации поселка мы встретили местных жителей, которые рассказали нам о проблемах приема сигнала абхазского телевидения. Джуби Гумба проживает в Гечрипше с 1995 года. По его словам, в былые времена они смотрели АГТРК по кабельной антенне, и качество вещания было хорошим. Однако в последние годы ситуация усложнилась. Госканал по кабельной антенне вещает с большими помехами, и качество картинки очень низкое. При этом Джуби отмечает, что по спутниковой антенне канал абхазского телевидения вовсе не показывает. Антенны خدنا بجيو بيخدنا بجيو يخدنا بجيو زلزلك بس هي بقيسون Уих унербо языку гол триколорума. ماما ويا دنا بريا بزالي تسوي جبرت А интернетом интернет يقول سيزم بس سيز بجبر просто بسوساس антенны كوب ترجونا هتريلك تشاي خابير ورسوا هذا تريلك شوية كزوم шараха тала шарфчу угик дзомус. وي вообще زنبيش برا خمس بشمس ركو خمس بشمس بحدا ويابخيش نربوزما. ما نجح نربون وان يتسكنيش نربوزما. تشكنيس نربون هو تبرد خمس بشمس أخويستي أقول تركسنيري بخاس شوت سمنيرة جاكا ميت بسوش العام سفر سوا ما حبش تي أحسري دي شوت ناس تنسوا برهيد ناس برهيد حزدرهم سفريش تخوب شاخوب شرط. يزبحت خم ها بسو دزدن بسوخ يبسو تلفزيون يغزر بلاد يغزر بزيق يغزر هم راديو سمت زنبخا مشينا جحب وشوت Апсу радио шахот. سحوت. В поселке Гечрипш проживает порядка 1500 человек. Безусловно, как и во многих других селах республики, здесь есть проблемы с энергообеспечением, нет капитального ремонта дорог и так далее. Но одной из основных проблем, считают жители, отсутствие возможности получать информацию о происходящих событиях в республике из Госканала. Виктор Кулян – коренной житель Гечрипша, и по его словам, у него никогда не показывало абхазское телевидение. Не было никогда сигнала у нас. Не было. А откуда получает вот местное население информацию, что происходит в стране, последние события? Ну, наверное, по слухам, да, администрации, и, может, даже по газетам, и то не все. А газета выходит здесь какая-то местная? Нет, нет у нас. Мы получаем там с Гагры такие. Мы не обращались, если честно, никуда. Ну, хотелось бы, чтобы это было у нас. Телевидение абхазское нам нужно. Потому что мы ничего не знаем, что творится в стране. И особенно вот люди преклонного возраста. Мы ничего не знаем здесь. Хотелось бы, чтобы это все было. Ну, в основном здесь, наверное, все получают информацию именно вот из российских СМИ, правильно? Да, да. С России по телевидению, если что-то есть, за Абхазию говорят, то вот наши знают люди. Скажите, а вот по обычной антенне хотя бы с помехами тоже вообще не показывает, да? Ну, по крайней мере, я не знаю таких, чтобы говорили, что у нас показывает абхазское телевидение. Таких людей я не знаю. В поселке Гечрипш все же есть семьи, у кого показывает АГТРК через спутниковую антенну, но таких здесь очень мало. Да, у меня показывает вот, триколоры интернета абхазской, там пару каналов показывает, но не у всех. У нас практически 50-60%, даже может и там очень мало, я сказал, что даже больше не показывает. И все хотят, жители вот нашего села, большинство армяне живут, а им тоже хочется посмотреть абхазский, что вообще в стране, в Абхазии творится. Обычно молодежь в интернете, в телефоне, что там, а старики, которые дома находятся, очень сильно нуждаются насчет этого абхазского телевидения. Это еще лет 10 тому назад у нас были какие-то старые антенны. Первые каких-то 2 канала показывало. Ну, плохо, неплохо, но все равно что-то показывало. Можно было посмотреть что-нибудь, разузнать. А сейчас этого даже нет. У нас нету таких триколоры. Сейчас что поставили, по большому счету, привезли только российские вот эти вот, что ТВ показывает, больше ничего. А вот вы, наверное, специально какую-то приставку подключали, да? Что Да, ну, с Гагры приехали, мне подключили, вот протянули интернет. И это как бы за отдельную плату, но это не все могут себе позволить как бы за отдельную плату себе подключить
интернет, чтобы было у них, чтобы абхазский телеканал показывал. В Гечрепше нам сообщили, что есть еще приграничные села, в которых никогда не показывало абхазское телевидение. К примеру, село Мкелрыбш, которое расположено в 17 километрах от границы по реке Псоу. Население порядка 280 человек. Попасть в село нам не удалось, так как добраться до него нелегко. Но нам удалось встретиться с главой села, который действительно подтвердил, что в селе абхазское телевидение никогда не показывало. Да, сигнал то ли не доходит, то ли что, я, честно говоря, не знаю это. Но трансляции нету, абхазского телевидения у нас вообще нету в селе. Люди хотят этого, было неоднократно поднимались эти вопросы, чтобы у нас было абхазское телевидение. Ну, как-то я пытался года 3 назад, конечно, ну, тогда меня никто не услышал. Сейчас, конечно, хотелось бы это все иметь, и люди были бы очень благодарны этому, я уверен в этом, потому что неоднократно просили они меня, и депутаты местного собрания, и само население просило об этом. А вы обращались куда-либо? Я тогда обращался здесь в город у нас, тогда при старом руководстве я обращался сюда в город, ну как бы, я не знаю, то ли проигнорировали, то ли не услышали меня, то ли не до этого было. Сигнал, то есть, не доходит, да, я правильно понимаю? Да, сигнал не доходит. Это больше пенсионного возраста, процентов 70-75 это пенсионный, даже 80% это пенсионный возраст. Но на сегодняшний день откуда они получают информацию о последних новостях, о последних событиях, которые происходят в стране? Честно говоря, они получают это в сарафанном радио, либо если есть молодежь, ну сейчас интернет, только лишь через интернет или сарафанным радио. Вот я правильно понимаю, что в основном телевидение, конечно же, есть, стоит триколор, Триколоры, да, в основном триколоры. и российские каналы только Да, ловят. да, только российские каналы. У нас даже, мало того, у нас даже аквафона не было. Вот буквально год назад у нас, конечно, появился аквафон, уже мобильная связь здесь, людям уже намного легче. Далее мы направились в Цандрыбш, живописный курортный поселок в 5 километрах от абхазо-российской границы, где проживает более 5000 человек. Здесь также жители испытывают острую нехватку информации от государственного телеканала. Семья Гурама Шакая живет по улице Приреченская, прямо у границы. На протяжении 28 лет у них нет возможности нормально смотреть абхазское телевидение. Из-за низкого качества сигнала даже по обычной антенне посмотреть ААТ не предоставляется возможным. Триколор зуккулан зент веплюс зуккулан ваги камз нас схала еческакоз гиганаха вигелча хана гханамте. Я циркасва и юккуло и хозелым кавай хаксах хозелым кава бас абриаканле вообще силхот дождики хай экранча обсакуни заказ агис айл фачалагана халагун кона кайл ургохана агихамс. Агис интове плюс хамаз гегинас рисас лацавич тай жашукс цветнас ахшана биарбагат зуккулочтаха агис нас Аметне проволоком, географом, геома, акеческа конаха, вагел, сейчас нам тете, и вашим таз гирамаха, а брахарахинха, ауда сиганаха, умап сиганахи, и сикром кайт, я сейчас ход. Сейчас в семье Шакая смотрят телевизор по спутниковой антенне и, конечно же, показывают только российские каналы. Здесь существует проблема не только с телевещанием. Сигнал абхазского радио также плохо доходит. Лерик Кетти сетует, что у него никогда абхазское телевидение не показывало без помех. Что только не приходилось делать и каких только мастеров не звали. Ситуация прежняя. И даже телевышка, которая стоит рядом с домом, не помогает. Сигнала по-прежнему нет. А узнать новости, происходящие в стране, очень хочется. Я не помню такого дня, чтобы абхазское телевидение хорошо показывало. С чем это связано, не могу сказать. Но хочется, так как я абхаз, хочу в стране, что происходит, знать. Новости знать. А сейчас у вас как вы смотрите вообще? У вас триколор стоит или обычная антенна? Триколор. Трудно, очень трудно. Поймать канал абхазский, это, не знаю, на космос полететь или как, откуда его взять, не могу сказать. Семья Микамба 6 лет назад установила триколор, и АГТРК, соответственно, не показывает. По словам хозяйки дома Фиалы Кварацхеля, они вынуждены смотреть ААТ в абхазском сегменте Facebook. Ранее по кабельной антенне абхазское телевидение хоть и с помехами, но показывало, только в хорошую погоду. Светлана Лакарова проживает в Пицунде и проблем с вещанием АГТРК не испытывает. На работе в Цандрыбше она также смотрит абхазское телевидение. Ари простой антенна зма احنا ربط حرا. Абсап зин احنا ربط абсо хотели хопшра احنا ربط ибзена. Дары дибзю побеждёцна. И трижко, и тыцо, харха хуштара, абсто побри дары бзю. И сымши احنا ربط абсо жин хашерн цаша. И ругу ирбзо,
убри бзина и цвертит. Уже и цота передача Ирина Горба, что-то и пхайты, ты шажут, а при хай хабара, а мы размо, а писатель чаге, ан юнергалара чайкова, дора и хабара сморги, русики дрчтен шажуло. Убри дари бзю. Местные жители говорят, что редко смотрят абхазское телевидение. Одни ссылаются на нехватку времени, другие жалуются, что из-за плохого качества сигнала смотрят реже, чем хотелось бы. Ну, смотрим, очень редко показывает. А так, надо его переключать, как делается. Там вот по экрану антенну снимаешь и как бы переключаешь, а потом моментами бывает. Но основной по культуре можно посмотреть телевидение. Триколор, да. Но триколор не показывает. Чтобы посмотреть абхазское телевидение, вам приходится переключать на старую антенну, да? Старую антенну, вот домашние. Раньше что антенны были простые, вот эти железки. Помехи бывает, но иногда и обидно так, извините, пожалуйста, но я хотел бы побольше по абхазскому, чтобы мы были, знали и учили по абхазскому. Откуда вы получаете вот информацию, что происходит в стране, когда абхазское телевидение не показывает? Вы сказали, помехи бывают, да? Ну, это как вам сказать, ну, иногда передают там по слухам, там это вот так, вот так. Я бы хотел побольше по абхазскому показать. И когда вот Шишняне, когда идет, я от всей души как маленький смотрю. Наш канал ГТРК показывает у вас? Нет. А хотели бы смотреть? Хотел, конечно бы. А почему у вас не показывает? Но у меня триколоровская антенна, а такая антенна вот простая. Ставишь, то показывает, то не показывает, то показывает, то не... и смысла нет никакого. Плохо ловит. Абхазское телевидение смотрю, но только по интернету, как бы по Фейсбуку все, что проходит, как бы. А вот по телевизору записи вы смотрю. Именно По телевизору практически невозможно смотреть, потому что помехи. Да, бывает иногда слышишь что-то, где-то говорят, а так, чтобы четко, хорошо смотреть, как все остальные каналы, не получается. Хотелось бы, конечно, чтобы национальный канал он транслировался, чтобы смотреть, быть в курсе дел. Но, слава богу, сегодня есть соцсети, куда можно будет зайти, посмотреть, почитать последние новости. Но многие интересуются, бывает даже вечером, если попадаешь, даже с помехами, когда показывают, люди смотрят. Но постоянно, периодически смотреть, ты вроде бы настраиваешься там, с большим желанием посмотреть, послушать и на своем родном языке. Ну, некомфортно, неудобно бывает. В большинстве своем жители Сандрыпша, с кем нам удалось пообщаться, отмечали, что они хотят смотреть абхазское телевидение. Те, у кого показывает ГТРК, в основном смотрят новости Амши-Кушара и отдельные авторские передачи. Население хочет слышать новости, потому что, получается, мы не видим за все эти годы, мы толком новости не смотрели. Да, сейчас появилась возможность, мы поставили интернет, и вот у нас дома сегодня есть абхазское телевидение. А у многих нет возможности заплатить 5000, а потом по 1000 рублей каждый месяц за интернет. И у людей большие проблемы. Вы лично, вы ежедневно смотрите абхазское телевидение? Какие программы вы больше всего предпочитаете? Какие программы вы больше смотрите? И что бы вы хотели видеть на нашем канале? Практически ежедневно, может быть, не всегда попадаю в прямой эфир, опять вернусь к этой приставке, на ней можно перемотать и посмотреть. Конечно, интересные новости, то, что происходит в стране. Авторские программы очень нравятся. Была очень интересная программа, когда вызывали личностей, снимали про наших знаменитых людей, которые принесли пользу государству. Вот эти очень интересные программы. Конечно, хотелось бы больше, чтобы истории... Ситуация с вещанием и просмотром ГТРК в городе Гагра тоже неоднозначная. У тех, у кого только спутниковая антенна, без подключения к интернет-провайдеру не показывает абхазское телевидение. Некоторые специально переключают спутниковую антенну на кабельную, чтобы посмотреть новости на госканале. На простую антенну показывает. Я отдельно, где я сплю, показывает. А другой дом не показывает, не знаю. Но у вас вот вещание чистое или с помехами? Чисто. Что я вижу, чисто, но проблемы нету. А скажи, а какие именно программы вы больше предпочитаете? Что вы смотрите? Я люблю художественные фильмы. И снова история Абхазии показываю, война, вот эти вещи, я болтологию не слушаю. Вот здесь тоже
Живущие я спрашиваю, не у всех показывают. В том доме не показывают, а вот здесь показывают. Да, ну, А из-за чего сигнал такой плохой? Это именно из-за того, что триколор установили? Или что они говорят, местные жители тоже? ну, наверное, они сами виноваты. Я так через там показывал, на что-то надо ставить, что показывал. А что касается абхазского радио, вот здесь вот волна... Абхазское радио везде показывает. Мне показывают, да, везде. Вот. У меня старый телефон, я тебя слушаю, сижу. Нет, насчет радио нормально. Шизлахов шуи антенна, жут антенна, мазарги, бричасы, куда глазала. Мамосера цифровой бахамахара. Халалома усилишь номер бода, а ты глаза шоколад. Мамо мش полностью я добрбой алома незла бas патпату шигуш бas незла но а я не в основном этим ахопшрит бя. Ярбаны حدرت ركوبي يحيي يشقب خويالشقا وش زخبصو ярбану يحرق. Абсфеджо. Абсфеджо срея новость здесь будет новость раз. Амши кушара, вы обязательно. Очень хороший сигнал, показывает качественно. Когда приезжаю к бабушке, всегда смотрю. Бабушка в городе живет здесь, в Гагре? В Гудауте. В Гудауте. А в Гагре вот у вас показывает абхазское телевидение? В Гагре показывают, но чаще всего мы смотрим тарелку. По триколору у нас не показывает. Мы в основном радио слушаем, именно абхазское. А почему телевидение вы не смотрите? Триколор у нас подключен. Ну, вы заинтересованы, допустим, чтобы знать новости с абхазского телевидения, узнать последние события в стране? Конечно. Ну, вы хотели бы, значит, смотреть, да? Да. Но почему, допустим, вы не переключаете, или, может быть, не получается у вас? Ну, скорее всего, не получается. Потому что у нас есть телевизор, который не подключен ни к чему. И хотелось бы, конечно, смотреть. Некоторые в личной беседе сообщили, что абхазское телевидение не смотрят давно. Часть зрителей на наш вопрос, что бы они хотели увидеть на нашем канале, отмечали необходимость политических программ. Но есть и те, кто ежедневно смотрит АТ и слушает абхазское радио. В их числе поэтесса Белла Барциц. По ее словам, каждый вечер они всей семьей смотрят абхазские новости. Правда, в плохую погоду сигнал обрывается. Абсолютно хопшра хахзани встазаро. Я хава хабри ацвертона цаса хыгазалагге. Абри вахопшозру и убозру абсолютно хопшра. Я хаб убас зхогу. Я мухопшо дари рачу. Нас ишас вы я хочу технологию кождрот, а интернет. Срехета минуса козыргас телевизор сахопшо мабри телевизор абриала сахопшо. Урари азерат сакаму. هاتي خبشرا وخوشكو كرشنير تنو ورجون رلا تنو يجبو حنحو أباس وشنو خرو أبري خوشك نو زتويز فرمات باولا برا ونا خبشر حبس نجلر زي جوبوت وبريالا يحييخ مي يحب يقو ينوزج وجا وبس تقول زاشقو بصوت بصوح حوت حاجة ينخو يربزوم ويزن زجير بدوم ويز خرو سيسدرو مينيرة تشحق الزموا بيسوندا اختاكر بود بزبط سكتا غاكو قصص فايش دروي سردرو باتريوت دو ابسوت اللي خبشري بزوم يقوب الجود يبزوم اختاكر بزوم زنزكي يقزم الله حزيخ حي خاشتو كرت كرهان الله حزي هيشترى الله حزيخ خياحقي شاخب شلا حزيخ ينخابس واترخو ابسوت اللي خبشرا بيسوندا اختاكر بزوم اريز خروي يلركارو وي سرا يحلاش سزات جمع خابس أبسوا اللي خبشري ناخم بشو سرا أخاص ناتو. В другом приграничном районе Абхазии, Галском, ситуация с сигналом АГТРК аналогичная. Местные жители, с кем нам удалось пообщаться, говорили, что ААТ у них не показывает вообще. Другие, что абхазское телевидение показывает только по кабельной антенне. Отдельно антенна у меня показывает очень прекрасно. Какие передачи вы больше всего смотрите? Интересно было бы знать. Новости, может быть, или отдельные какие-то тематические передачи? Обычно новости смотрю. А радио абхазское у вас вообще ловит, скажите, пожалуйста? Ловит, конечно. Вы в центре города проживаете или в селе? Здесь, в Московской улице, в городе. То есть в центре города хорошо ловит, да? Вот нет помех, допустим, вы сказали, что вы по обычной антенне Иногда бывает, это от погоды зависит. Больше мы спорт смотрим, новости и все.
Новости, конечно. Помехи бывают или вот прям чисто показывает? Ну, бывает, помехи везде бывает, сам знаете. Но очень хорошо показывает. А какие вы программы смотрите? Абазу я смотрю, само абхазское телевидение смотрю. Ну, больше всего что вы смотрите? Какие именно вот каналы? Новости меня что интересует, это мое первое. Новости. Скажите, вы вообще в городе проживаете или в селе? Работаю здесь, проживаю здесь. В городе именно? Да. Ну, у вас без помех показывает, у вас просто обычная антенна? Обычно антенна, но прекрасно показывает. Прекрасно показывает. Я довольна. Ну, самоделку имею дома. Ну, иногда бывают помехи, да, вы сказали? Да. Ну, иногда показываю, иногда выключается, наверное, за плохой погоды. Да, хорошо показывает. Вы смотрите, да? Да, конечно. Как часто? Часто, потому что здесь живу, да, поэтому. Чаще всего что вы смотрите именно? Какие программы? В программе кино лучше этот делает, да, А новости? конечно, интересно, что происходит. То есть у вас это вообще обычная антенна или спутниковая? По какому? Спутниковая. Спутниковая. Да. У вас показывает спутниковая? Да. Показывает, ну, с помехами иногда. А вы что-то делали, может быть, чтобы поменять? Или Ну, у антенну? меня простой антенна стоит, да, за это, наверное, не знаю. А какое это село? Первый колхоз наверху, да. В основном как-то вот у меня хорошо ловит антенна ГАЛ-ТВ. Вот мне этот нравится канал, он очень интересный, разносторонний. Скажите, абхазское телевидение, то есть с помехами, да, вещает? Да, абхазское телевидение у нас, к сожалению, идет в ГАЛ-ТВ, вот именно в ГАЛе с помехами. От чего это зависит, я не знаю. У нас, правда, есть тарелка, но как-то там вот надо устанавливать еще какую-то антенну дополнительную. Но вот в нашей точке она у нас плохо ловит. Что касается абхазского радио, местные жители в основном говорили, что не слушают его, так как нет времени или же сигнал плохой. В основном предпочтение жители города отдают телеканалу ГАЛ-ТВ. Мы также отправились в село Шашикуара и пообщались с селичанами. Чтобы посмотреть абхазское телевидение, им приходится переключать антенну. В плохую погоду сигнала нет вообще. Нормально показывает. Вы по обычной антенне смотрите? По обычной антенне, да. И гальское телевидение тоже смотрим. Но жаль, что не всегда это идет. Ну, а база постоянно показывает, да? Постоянно показывает, да. А вот абхазское телевидение иногда пропадает, да, сигнал? Пропадает, да. Помехи бывают, но это везде бывают помехи. Потому что у нас обычная антенна стоит, не... А что касается радио, вот абхазское радио здесь вообще ловит, смотрите, то есть вообще слушаете? Абхазское радио, как сейчас, вот утром слушаем это, авторадио, а потом включается абхазский. То есть у вас здесь ловит, да? Да, ловит, да. Ну, это, авторадио ловит, а потом с 8 часов абхазский начинается, там песни, слушаем постоянно. Ну вот вы сказали, что наш канал, да, он все-таки он плохо ловит. Но здесь, наверное, ближе, вот именно здесь в Галском районе больше и грузинские каналы, наверное, они хорошо тоже ловят, да? Грузинский, да. Грузинский тоже есть здесь. Тоже показывает? Показывает, да. Ну вы тоже, то есть и параллельно с абхазскими вы смотрите грузинские каналы также? Больше ничего не имеем. Вы вообще смотрите наш канал? Да, нормально это показывает. Абхазский канал, это Галь канал. Это ГАЛ-ТВ, да? Да. А Апсу Телехопшра, абхазское телевидение? Тоже показывает. Ну, чисто показывает? Да, это чисто показывает. Это Гальский не хороший не показывает. Когда помеха, наверное, что-то не знаю. А какие вот именно вы программы смотрите у нас? Что больше предпочитаете? Программа, что там, информация есть. Это, Новости, да? Да, новости смотрим. Ну, от телевидения узнаешь, что там, как это. А что касается радио, вы, может, в машине слушаете вообще радио абхазское? Радио? Да. Нет, радио у меня нет. По словам руководителя пресс-службы администрации Галского района Эрика Мика, абхазское телевидение здесь смотрят, невзирая на все сложности. Но есть еще одна проблема – восприятие местными жителями, в основном мингрелами, информации на русском языке. Возрастное поколение от, наверное, все-таки 20 до 25-27 уже с трудом воспринимает вообще любую информацию на русском языке. Особенно здесь, потому что здесь мурзаканцы говорят
исключительно между собой на родном языке. В школах и в детских садах, в дошкольных, школьных учебных заведениях, учреждениях получаемая, допустим, информация, да, она недостаточна для того, чтобы люди стали опять, как в советское время, да, поколение наших родителей, чтобы стали русскоязычными. Да, взрослое поколение пока смотрит, но если не предпринять шаги, какие-то найти такую, знаете, среднюю точку, так скажем, удобную и эффективную для всех нас, если бы мы смогли подать более подробную, более серьезную, более правдивую информацию на более качественном уровне для жителей Галского района, причем своевременная информация очень важна. Да, хороша ложка к обеду. И уровень доверия, скорее всего, между местными властями, да, центральными местными властями и жителями самого района, конечно же, улучшилось бы. И вот эта вот, так скажем, невидимая пропасть между властными структурами и просто простым человеком, простым гражданином, анхаю, как хотите назовите, вот это ущелье, так назовем, оно бы сократилось. Люди стали бы лучше доверять. На сегодняшний день вещание абхазского телевидения на территории республики организовано телевизионными передатчиками РУП «Абхаз-связь», которые вещают в аналоговом режиме. Кроме того, вещание осуществляется фирмой «Экран» в цифровом формате, так называемом в первом мультиплексе, где вместе с российскими каналами в пакет входят и местные. Руководством страны была поставлена задача Госкомитету по связям, массовым коммуникациям и цифровому развитию разработать план для организации цифрового теле- и радиовещания нового формата. Приезжали специалисты из Российской Федерации, совместно с нашими специалистами объездили все телерадиопередающие центры, изучили ситуацию, в каком там состоянии телевизионные передатчики, мачты, антенно-кабельное хозяйство. Значит, вся эта информация, значит, была, значит, отправлена в Москву, в Минцифры Российской Федерации. Этот материал изучили. Вот, насколько нам известно, значит, где-то в течение 2 лет в Абхазии будет организовано, значит, цифровое телерадиовещание формата DVB-T2. Это, значит, новый формат, который сейчас воплотили в Российской Федерации, на всей территории Российской Федерации. Мы надеемся, что это, значит, все пройдет, значит, в рамках 2 лет. Значит, для телезрителей это как бы будет безболезненно, значит, незаметно, одновременно будет и аналоговое вещать, и будет запущено, значит, цифровое телевидение. На наш вопрос о том, почему канал АГТРК не включен в пакет каналов спутникового телевидения, Роланд Берулава отметил, что оплата обходится очень дорого, порядка $20 тысяч. Но есть и другое решение проблемы. В настоящее время многие интернет-провайдеры своим абонентам предоставляют пакет IP-каналов, куда включен АГТРК. Домашний интернет от Амобайла А-Home в Абхазии функционирует больше 4 лет во всех районах республики. В настоящее время более 1000 его абонентов смотрят местные телеканалы. Что такое телевидение для абонента? Когда мы получаем заявку на подключение, ребята фиксируют, хочет ли абонент быть не только пользователем домашнего интернета, хочет ли он обладать телевидением. Что мы можем предложить? Мы можем предложить приставку, которую абонент отдельно приобретает, и он может пользоваться, смотреть более 300 каналов, в том числе АГТРК и все местные. Далее, если у абонента есть смарт-телевизор, он может установить IPTV-портал, это такое приложение, где также доступны все каналы. Отдельно мы не взимаем оплату за просмотр телевидения. В данный момент приобретение приставки, в зависимости от регионов, это от 3 до 5 тысяч рублей. В данный момент АГТРК перешло на HD-вещание. Соответственно, мы поставили специальное оборудование, чтобы эту картинку вещать и абонентам. То есть сегодня у всех абонентов А-Home, у кого есть проводной интернет, а он у нас именно проводной, это оптика домой, это видеоаппарат домой, есть возможность качественно смотреть HD картинку АГТРК. А-Home вместе с партнерами Абаза-Телеком, Гудаутанет, Гагранет активно развивается. Так, порядка у 150 пользователей А-Home в Галском районе есть постоянный доступ ко всем местным телеканалам, в том числе и АГТРК. В Гагрском районе порядка 10-11 тысяч пользователей. Проблемы с вещанием ААТ есть и в других районах Абхазии, особенно в горных селах, о чем мы уже не раз говорили. Быстрого пути решения проблемы нет, но главное, и это радует, что жители в большинстве своем хотят смотреть абхазское телевидение и слушать абхазское радио, тем самым получать объективную и достоверную информацию о событиях в стране. Алика Трапш, Михаил Братухин, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.